День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, завершая неделю и подводя ее итоги, мы расскажем вам о самых интересных событиях и, конечно, людях, с которыми нам удалось встретиться и пообщаться. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Уже год наша республика живет с COVID-19, чему научила нас пандемия, как мы приспособились жить в таких условиях и что ждет нас в ближайшем будущем. Мы там чуть не задохнулись. Это был вообще страшный период. Я не хочу этого переживать вообще никак. Грозит ли экологическая катастрофа реке Тако Алекминского района, где были обнаружены две насыпи, полностью перегородившие реку? Гидротехнологическое сооружение, представляющее собой дамбу длиной 53 метра, шириной 9 метров, высотой от поверхности льда 1,5 метра. Сообщи, где торгуют смертью. Как отмечают наркополицейские, возраст наркоманов с каждым годом стремительно снижается. Полицейские обнаружили при юноше свертки, внутри которых, как показало экспертное исследование, находилось наркотическое средство общим весом свыше 17 килограмм. На этой неделе Якутск посетил президент Российской академии наук Александр Сергеев. На встречах говорили о возможностях развития науки в регионе и не только. Без взаимодействия в нынешней ситуации с бизнесом, у которого основные деньги, мы никуда далеко не уйдем. 9 лет жители Алдана ждали реконструкции бассейна, который должен был сдан в эксплуатацию в конце прошлого года. Но что-то пошло не так. Сроки затянулись в первую очередь по вине подрядчика, по вине пандемии, которая не позволила привести должное количество сотрудников для производства работ. Поэт в России больше, чем поэт. В ней суждено поэтами рождаться. Сегодня отмечается Всемирный день поэта. Наши корреспонденты побывали у известного в Якутии мастера пера и слова в гостях. И у меня тут же, не знаю откуда, до бессмертия шаг, лишь один только шаг, сердце гневно клокочет в груди, и нельзя отступать сзади Родина, мать, грудью стать врага на пути. Якутия может стать крупной геополитической точкой развития не только Дальнего Востока, но и страны в целом. На этой неделе Якутск посетил президент Российской академии наук Александр Сергеев. В рамках его визита в столице Якутии прошли ряд важных мероприятий с его участием. Более подробно о них расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. На встрече с руководством Центрального аппарата Российской академии наук ученые региона получили возможность напрямую рассказать о возможностях развития науки в республике. Кстати, очень острый разговор был с научной общественностью Якутии. Он показал, что действительно ученые переживают за то, что они не могут весь тот потенциал, который у них есть, реализовать именно для получения новых результатов и для того, чтобы наука стала такой реальной движущей силой экономики. После диалога с научной общественностью Александр Сергеев сообщил, что Якутия – это уникальный регион, где можно развивать любое направление современной науки. И ученые Якутии уже готовы работать по этим направлениям. Главное – нужна поддержка. Мы наметили сейчас несколько таких вот крупных проектов или программ, которые мы будем формировать вместе с регионом. И эти научные программы должны будут дать именно вот такой вот экономический или социально-экономический эффект. Прежде всего, конечно, это связано с новыми подходами к изучению и эксплуатации минерально-сырьевой базы. В свою очередь, глава региона Исай Николаев сообщил, что на сегодня республиканские власти делают все, чтобы наука в Якутии развивалась и помогала в социально-экономическом развитии субъекта. В конце прошлого года, в преддверии объявленного президентом года науки и технологий в России, нами была принята концептуально новая государственная программа научно-технологического развития Якутии на период 2020-2024 год. На научно-технологическое развитие Якутии впервые за долгое время предусмотрен существенный объем финансирования.
По планам в рамках принятой программы до 2024 года будет направлено в общей сложности более 1 миллиарда рублей. Власть здесь, в Якутии, очень заинтересована в контактах с наукой. И для науки это тоже очень важно. Между тем, сейчас большую роль на развитие науки могут оказать федеральные университеты. В рамках визита президента Российской академии наук в Северо-Восточном федеральном университете состоялся форум о значимости университетов в геостратегическом развитии территорий страны. Тут представлены и многие университеты, которые находятся на геостратегически важных территориях или регионах нашей большой страны. И будут обсуждаться много вопросов. Да, в первую очередь, это важность университетов для развития вот этих больших регионов. Вторая часть – это важность молодежи и молодежи в науке. Третий вопрос – это важность молодежной политики и в целом развития молодежи, да, потому что через некоторое время они будут стоять у руля и развивать наши большие макрорегионы. И вот поэтому в будущем также большое внимание будет уделено молодым ученым. Мы на данном этапе сейчас разрабатываем программу поддержки научной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых до 2024 года, в которой будем указывать, какие основные проекты, какие основные мероприятия должны проводиться и на что должно выделяться финансирование именно для того, чтобы увеличивать количество остепененных молодых исследователей и в целях вовлечения в целом студентов, аспирантов в научную деятельность. Вертикаль управления, вертикаль взаимодействия, она должна быть акцентирована на исследователя. То есть ряд серьезных решений принято в отношении поддержки, прежде всего, молодых ученых и молодых исследователей и формирования научных коллективов, которые работают на решение насущных задач. Помимо поддержки молодых ученых, на форуме и на встрече с руководством республики федеральные гости говорили и о направлениях работы на ближайшие годы. Так ученые страны взяли курс в сторону изучения Севера и Арктики. Арктика – слово сейчас ключевое. А Сибирь и Арктика, как вы понимаете, это практически тождественно. При этом регионы сейчас должны для этой цели объединить силы как своих ресурсов, так и силы бизнеса. И поэтому здесь важно объединить и усилия инвесторов, и, конечно, это и усилия со стороны власти. И мы видели, что глава республики очень хочет и реально работает над тем, чтобы у республики было научно-технологическое развитие. Он понимает, что только на базе науки и технологий республика может эффективным образом развиваться. К сожалению, Россия настроила столько много законов, которые мешают нормально работать. Но правильно сказал Александр Михайлович, без взаимодействия в нынешней ситуации с бизнесом, у которого основные деньги, мы никуда далеко не уйдем. За эти дни ученые республики получили в свой адрес множество комплиментов и предложений. Ведь многие гости отмечали, что Якутия – это уникальный субъект, где сегодня можно развивать практически каждое направление современной науки. Для приезжих гостей наш регион стал кладезью новых знаний и открытий. И уходя, они предложили каждый год собираться здесь, чтобы знакомиться с республикой вновь и вновь. Ведь за один такой визит не наберешься информации, по их словам, о такой далекой и таинственной, неизведанной Якутии. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Григорий Охлопков, Якутск. Президент Российской академии наук Александр Сергеев с рабочей группой экспертов также посетил поселок Тикси Булунского района. Он осмотрел ветродизельный комплекс, полярную геокосмофизическую обсерваторию и принял участие в круглом столе по теме климатического испытательного полигона в Арктике и развитию альтернативной энергетики. Конечно, энергия, по-видимому, это то главное, что сейчас необходимо Якутии. Если бы была достаточная энергия, ну, ясно, что Якутия моментально бы расцвела, потому что здесь огромные богатства, освоение которых немыслимо без энергии. Энергии нет, особенно вот в северной части здесь. Тем временем российские ученые совместно с сотрудниками Института мирозлатоведения начали исследование слоев Керна-Батагайки. Это термокарстовая впадина в районе хребта Черского в Верхоянском районе республики. Так, образцы ожидают исследования геохимического, микробиологического и геологического характера. Подробнее в сюжете с Аргаланы Неустроевой.
Существование кратера Батагайки – прямое свидетельство разрушающей деятельности человека. По словам ученых, работа по добыванию там полезных ископаемых привела к разрушению ландшафта. Однако именно благодаря этому ученые смогли получить драгоценные образцы вечной мерзлоты. Развитие Батагайского провала можно разделить на два периода. Это 68 по 80 год. Затем с 80 по 90 год там создалась такая более-менее стабильная ситуация. Но с 91 года начали активно развиваться, как мы говорим, криогенные процессы. То есть это связанные с климатом, ну и, конечно, с предыдущими вырубками, то есть человеческой деятельности. Для того, чтобы получить образцы керна для исследования, ученым пришлось пробурить 3 скважины в термокарстовой впадине, самая большая из которых насчитывает более 70 метров. Каждый сантиметр такого своеобразного ствола будет свидетельствовать о жизни миллионы лет назад. Они же экспонировались когда-то на поверхности, шли какие-то почвенные процессы, растительности и так далее. Так вот, в этих образцах мы будем определять органические остатки, их состав. А нас интересуют те процессы, которые шли при накоплении этих толщ и зафиксировали вот в этом материале. По словам ученых, даже сейчас можно предположить, что отложение кратера Батагайки относится к эпохе среднего плейстоцена, которая царствовала более 2,5 миллионов лет назад. Точное же датирование проведут уже за рубежом в Университете Сассекса Великобритании и в Институте полярных исследований имени Вегнера в Германии. Однако, когда это случится, точно неизвестно. Вообще предварительные результаты, они уже есть, потому что именно поэтому разрезу уже есть несколько крупных публикаций. Сейчас в условиях всех этих пандемийных ограничений многие лаборатории работают в ограниченном режиме. То, что мы планировали анализировать за рубежом, мы сейчас тоже не можем делать, потому что мы и специалистов пригласить не можем, и сами отправить туда и образцы, и сами туда поехать тоже не можем. Одно из самых интересных исследований станет изучение почвы микробиологами. Только вдумайтесь, возможно, именно в этих кернах сохранились древние микроорганизмы, существовавшие еще во времена мамонтов и шерстистых носорогов. Да. Сейчас я Насте зачищу. Да, мне там остатки. Мерзлота, конечно, представляет большой интерес, потому что, как, наверное, вы знаете, мерзлота является таким большим хранилищем древних, ну, в том числе древних микроорганизмов. В данный момент предсказать, что именно мы найдем, конечно, крайне затруднительно. Мы будем пытаться получить живых бактерий, их размножить и, соответственно, дальше проанализировать. Проект изучения кернов Батагайки во многом имеет и экологическое значение. Так ученые смогут выявить влияние климата на многолетнюю мерзлоту. В условиях современного влияния деятельности человека на климат это особенно важно. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Геологоразведка в последние годы показывает существенный рост по объемам обнаружения полезных ископаемых на перспективных для разработки участках по всей республике, включая труднодоступные арктические районы. При этом в своей работе геологи используют в том числе и наработки советских ученых. А в Республиканском геологическом фонде хранится несколько десятков тысяч образцов, изучение которых актуально и в наши дни. Мы не забываем, конечно же, о вкладе геологов прошлых поколений. В нашем Сахагеоинформ, Республиканском фонде геологической информации, хранится более 70 тысяч единиц геологических отчетов. Это с 30-40-х годов 20 века. Вы понимаете, это действительно кладезь информации. И инвесторы, которые к нам заходят, они начинают работу именно с этого фонда. Мы оказываем необходимое содействие, понимаем, что это повышает вероятность обнаружения перспективного месторождения. Сегодня, конечно, применяются новые методы. Нельзя не отметать в сторону труд современных геологов, подрастающего поколения и тех, кто уже стал профессионалами. И они на самом деле сегодня тоже дают интересные результаты, которые порой интереснее, чем тех, которые делались там в 80-х, 70-х годах.
Развитие геологоразведки и недропользования – это, конечно, очень здорово, но случай, произошедший на реке Такко в Алекминском районе, показывает, что у реки есть берег левый, а есть берег правый, и эти берега путать не надо. Какой вред нанес незаконный автозимник местным жителям и что говорят правительственные экологи, выясняла Елена Фаст. Село Тяня – отдаленный труднодоступный наследник и на сегодня сохранивший уклад своих предков. Основное занятие коренного населения эвенков – оленеводство. Цикл повторяется из года в год, как повторяются и места, где весенне-осенний период кочуют оленьи стада. Эти места на огромном расстоянии от села, поэтому путь изучен оленеводами до каждой точки. В этом году, выехав на место, один из оленеводов обнаружил насыпную дамбу, перегородившую реку Тока, о чем сразу же сообщил главе наслега. В свою очередь тут же последовало обращение к министру экологии республики, сопровожденное фотографиями. Я оленевод. Всегда пасу оленей в местностях между артелями. Никогда раньше не было таких случаев, чтобы перегородили реку. В этом году впервые, никому ничего не сообщив, построили мост. Увидев это, все были в шоке. Мы передвигаемся на оленях по этой реке, и все говорят, что никаких согласований не было. Даже когда мы здесь проезжаем, ни один геолог ни слова не сказал о том, что здесь будет дорога. Были на вездеходах на разведке, я спросил, что делали, а они мне ответили, что рыбачили. Оказывается, изучали местность. А через неделю здесь появилась дорога. Эта дорога очень мешает нам передвигаться по реке. В этот же день были приняты необходимые меры. В первую очередь организован рейд на место. Для более тщательного изучения ситуации в состав группы включили не только специалистов от Минэкологии, но и представителей Министерства промышленности, Министерства Арктики, инспектора управления Росрыболовства и Лесничего. С этой же группой выехали представители Алекминского района. Было обращение жителей села Тяня по данному факту. Поэтому Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства было организовано рейдовое мероприятие. По видеоконференц-связи было решено совместно Министерством промышленности, Министерством Арктики выехать комиссионно на данную местность. Ну, при проведении данных рейдовых мероприятий было установлено, что действительно река Токка перекрыта дамбой и переправой. Отсыпана была перекрыто русло реки полностью. Также при дальнейшем обследовании было установлено наличие еще второй дамбы. Дорога заняла несколько дней. С 9 по 14 марта в ходе рейда было установлено, что действительно в двух местах имеется насыпная дорога через реку Такко. Кроме того, выявлен факт наличия водозабора и валки леса. Все это зафиксировано фото- и видеосъемкой. На административной территории Алекминского района на рыбохозяйственном водоеме реки Токка, местности в 2 километрах выше по течению от устья ручья Постоянный, обнаружен факт обустройства ледовой переправы через реку Токко, а именно гидротехнологическое сооружение, представляющее собой дамбу длиной 53 метра, шириной 9 метров, высотой от поверхности льда 1,5 метра, по которой проходит грунтовая автомобильная дорога для переезда транспортных средств. Также имеются свежие следы от автомобильной и гусеничной техники. Также в данной местности проводились вскрышные работы по расчистке и разравниванию верхнего слоя земляного полотна. Оленеводы обеспокоены еще и тем, что места обитания и кормежки оленей становятся меньше. Дорога через реку Такко ведет в небольшой городок, где проживают рабочие одного из предприятий. Беспокоит их и то, что дамба выполнена из огромных камней, вода с ней не справится, а значит, рыбе не будет пути. Перекрытие реки Тока является необратимым уроном для окружающей среды и для оленеводов. Как бы эта территория, да, места, да, являются местом для отела и сохранения молодняка в осенние и осенние периоды. И река Тока, да, испокон веков является кормилицей местных жителей. Во время подготовки материала с нами связались представители компании недропользователя, предоставив следующую информацию. В некоторых СМИ и социальных сетях распространяется несоответствующая действительности информация. Предприятие «Рудник Таборный» не проводило и не планирует проводить никаких работ по перекрытию засыпки реки Токка или ее русел. Переправа «Автозимник» через реку Токка построена поверх льда. Она не перекрывает течение воды в реке,
И аналогичные зимние переправы широко применяются в республике Саха. Данная переправа будет разобрана в период до начала таяния льда. В настоящее время рудник Таборный в полной мере оказывает содействие в ходе проводимого административного расследования. Также проводится внутренняя проверка. И в случае выявления нарушений предприятие проведет работу для их устранения и недопущения повторения в будущем. Все материалы по данному выезду переданы в соответствующие органы, а работа по определению ущерба и дальнейшим действиям будет продолжена. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Сейчас мы прервемся буквально на минуту. Не переключайтесь и смотрите далее в программе. Год с ковид. Чему нас научила пандемия и чего ждать в ближайшем будущем? 20 лет в 21 веке. Расскажем о важнейших достижениях в здравоохранении в нашей республике. Продолжаем программу. Некоторые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сняты в Якутии. Согласно указу главы региона, по согласованию с оперативным штабом разрешается проведение основных республиканских и муниципальных мероприятий, также конференций, форумов, культурных и просветительских мероприятий. Далее увеличивается загрузка зрительного зала до 75% в кинотеатрах и театрах и концертных организациях. Кроме того, разрешается деятельность парков культуры и отдыха и аттракционов. Отменяется требование о закрытии объектов для проведения генеральной и санитарной уборки помещений. Тем не менее, организации обязаны их проводить еженедельно, но в удобное для них время. Год. Столько времени прошло с момента, как Якутия зафиксировала первый случай заражения коронавирусом. Подобно больному, перенесшему эту болезнь, сегодня восстанавливается и наша республика. С начала пандемии в регионе выявлено 33 182 заболевших, выздоровевших более 31 тысячи, скончались 539 человек. Это был год, когда жизнь всего региона зависела от статистики заболеваемости. Год страха, неизвестности, но одновременно открытий и новых познаний. Как пережили якутяне ушедший 2020, чему научились, что потеряли, но приобрели вновь. Вместе с нашими корреспондентами в большом репортаже вспомним главные моменты ковидного года. «2020. Именно такую картину мы наблюдали в начале весны. Пустынные улицы без машин и людей. Казалось, что время остановилось. Ровно год назад, 17 марта, в Якутии выявили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. С этого дня жизнь якутян изменилась кардинальным образом. Маски, перчатки, санитайзеры и социальная дистанция стали нормой повседневной жизни. Первыми удар пандемии приняли на себя врачи. 17 марта в Якутскую городскую клиническую больницу поступил первый пациент с новым заболеванием. И как он поступил в инфекционное отделение, мы начали профилировать наше отделение. Первым профилированным отделением инфекционный корпус был инфекционный кишечный гепатитное отделение на 100 коек. И мы сразу, это особо опасные инфекции, сразу мы отделили отсек для этого больного. Вскоре за ним в перепрофилированное отделение начали поступать и другие пациенты. Всего на борьбу с новым заболеванием вступили свыше 8 тысяч якутских врачей и медперсонала. Они покинули семьи, оставили детей и родных, чтобы в красной зоне ежедневно, рискуя своими жизнями, спасать жизни других людей. Вот самая высокая заболеваемость была в июне-июле месяце. Мы там чуть не задохнулись. Это был вообще страшный период. Я не хочу этого переживать вообще никак. Этот самый страшный период, вот, потому что, во-первых, жара, сотрудники все вот в этом. Все заходят, вот когда их видишь, да, все заходят. Так, если честно сказать, мне вообще жалко становилось. Я не могла вот на это спокойно смотреть. У меня сразу, когда я их видела в СИЗах, они бедные в машину заходили, у меня слезы на глазах, я вообще не могла с ними разговаривать.
В рекордные сроки по всем районам развернули обсерваторы, создали дополнительные коечные места. В большом количестве в Якутию начали поставляться ИВЛ, кислородные станции, компьютерные томографы. Настоящими героями нашего времени стали не только врачи, но и их семьи, а особенно дети. Вступили в силу первые ограничения. Большая часть населения ушла на удаленку. Школьники и студенты перешли на дистанционное обучение. Начали закрываться рестораны, торговые и развлекательные центры, спортивные объекты и кружки. Приостановилась работа сферы красоты. На поддержку малого бизнеса регион направил 1 миллиард рублей. На поддержку всей экономики 35 миллиардов. Стимулирующие выплаты указом главы республики Айсена Николаева начали получать работающие в красной зоне. Моральную поддержку тем, кто на передовой, слали все жители Якутии. Здоровье вы спасаете и даже жизнь порой. Ведь каждый медработник практически герой. Чтоб коронавирус должен быть побежден. Подключились к акции волонтеры. По поручению главы был создан республиканский волонтерский корпус по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Тысячи волонтеров по всей Якутии доставляли им товары первой необходимости, продукты и лекарства. Все, что заказывали, мы вам принесли. Пожалуйста. Якутяне повсеместно включились во всемирный флешмоб по шитью многоразовых защитных средств. Школьники, предприниматели, целые коллективы шили маски и доставляли их врачам и ветеранам. В этой трудной борьбе никто не остался в стороне. С каждым днем количество больных увеличивалось. Власти ограничили свободное передвижение жителей, начали закрываться въезды и выезды в населенных пунктах. В режим самоизоляции ушли якутские пригороды. К ним подключились крупные промышленные районы. 12 апреля в Алдане введен полный карантин. В городе с населением чуть более 20 тысяч выявлено 5 заболевших. Еще 80 контактных помещены в обсерватор. К сожалению, вчера одна пациентка ушла. Мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким. Наши врачи делали все, что могли, боролись за ее жизнь. Якутия начала по-настоящему ощущать удаленку. Так, впервые майские праздники, экзамены и выпускные, и даже традиционные выезды на природу – все в формате онлайн. В этот период на поддержку семей с детьми направлялись беспрецедентные суммы. Всего на эти цели было направлено свыше 3 миллиардов рублей. Самый любимый праздник большинства якутян, национальный праздник Исэх, прошел в дистанционном формате. Впервые якутяне встретили солнце и провели обряд очищения через экраны своих смартфонов. – 11 августа все вздохнули с облегчением. Российские ученые зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Ее назвали «Спутник Ви», по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли. В начале сентября первая партия вакцины поступила в Якутию. Ей привили врачей и сотрудников социальной сферы. С наступлением осени начался рост сезонных респираторных заболеваний. Не стал исключением и ковид. В сентябре число новых случаев удвоилось, а в октябре в Якутию пришла вторая волна. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки выявлено 133 новых случаев коронавирусной инфекции. 19 ноября зарегистрировано новых 219 случаев. Выявлено 220 новых случаев коронавирусной инфекции. Ковидный 2020 определил главный вектор предстоящего 2021 года. В ходе традиционного послания Илтумену Айсен Николаев объявил его годом здоровья. С долгожданным наступлением Нового года у каждого из нас появилась надежда, что коварную болезнь можно победить. С 19 января в Якутии началась массовая вакцинация.
Буквально на днях глава региона подписал указ о смягчении действующего режима. Открылись парки, отменили обязательные санитарные дни, увеличилась заполняемость залов в театрах и кино. Разрешены долгожданные культурные и спортивные мероприятия. Число заболевших снижается с каждым днем. И я уверен, и вас призываю, уважаемые якутяне, надо взять заботу о собственном здоровье в свои руки, снять риски опасной болезни. Тогда личная победа каждого из нас приведет к общей и полной победе над инфекцией. Это важный год, изменивший планету, изменивший каждого из нас, изменивший ценность всей нашей жизни. Он научил нас ценить время, ценить живое общение, поменял отношение к близким. Заставил действовать стремительно, но вместе с тем обдуманно. И жить с надеждой, и дышать, несмотря ни на что. В течение 365 дней мы скупали лимоны, имбирь и маски. Познавали удаленку, боялись, скучали по друзьям, близким и путешествиям. Осваивали видеозвонки, а еще сидели дома. Много, как никогда раньше. Но несмотря на это, не сломились. А с изобретением вакцины постепенно начинаем возвращаться к жизни без ограничений. Ульяна Шагина, Петр Васильев, Якутск. Тем временем в Мирном откроется филиал Якутской республиканской офтальмологической больницы. На базе ЦРБ готовится к открытию офтальмологический центр, который предусматривает бесплатное оперативное лечение и удаление катаракты. Также обследование и консультацию высококвалифицированных специалистов смогут пройти жители Вилюйской группы улусов. Какое преимущество в первую очередь получат жители Мирнинского, Ленского района и части Сунтарского района? Это получение офтальмологической помощи непосредственно на месте, то есть они не будут выезжать за пределы своих районов, только если, приезжая в Мирный, консультация специалистов, при необходимости телемедицинские консультации, что самое важное, сюда будут приезжать офтальмологические хирургические бригады, которые будут здесь непосредственно проводить плановую оперативную помощь, это лечение катаракты. Ну а нашу программу продолжит рубрика «Якутия 20 лет в 21 веке», где мы рассказываем о социально-экономическом развитии республики за последние 20 лет с начала века. И сегодня мы поговорим о здравоохранении. Итак, за 20 лет на территории республики было открыто 40 больниц, поликлиник, медцентров и диспансеров, 129 новых амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Отремонтировано 391 отделение в больницах, поликлиниках, роддомах и амбулаториях. В период с 2000 по 2020 год начали прием пациентов республиканский кардиологический диспансер, перинатальный центр, региональные сосудистые и медико-генетические центры, сосудистые отделения в Нерюнгри и Мирном, травматологический центр первого уровня в Якутске и 4 центра амбулаторной онкологической помощи. Автопарк медицинских учреждений пополнили 489 новых специализированных и полностью укомплектованных необходимым оборудованием автомобиля, в том числе 123 машины скорой неотложной помощи. Только за последние 3 года было построено 33 новых медицинских объекта и проведен капитальный ремонт 69 медицинских учреждений. За те же 3 года больницы Якутии получили 2 ангиографических комплекса, 2 комплекса МРТ, 9 комплексов для компьютерной томографии, 6 рентгеновских аппаратов. Начал работу линейный ускоритель электронов в республиканском онкодиспансере. Если отмечать ключевые моменты в развитии здравоохранения Якутии за последние 20 лет, то в 2000 году была проведена первая операция на сердце. В 2020 году таких было уже 921. В 2011 году первая операция на сердце с использованием ангиографа. В 2018 году проведена первая пересадка сердца. В 2012 году впервые начали выхаживать младенцев весом от 500 граммов, а в 2015 году начали выполнять операции по извлечению тромбов из сосудов головного мозга при инфаркте. Если говорить о ближайших перспективах, то уже в этом году начнут свою работу 14 новых мобильных медицинских комплексов для поселков с населением менее 100 человек, 36 центров тестирования комплекса ГТО, а новый центр неотложной офтальмологической помощи уже начал работу в столице региона в феврале этого года.
Также в 2011 году продолжится строительство больничного комплекса в Вилюйском районе и начнется строительство современных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, больничных корпусов и стационаров в 11 районах республики. В Чурапчинском, Татинском, Монском, Усть-Майском, Хангаласском, Нюрбинском, Намском, Алданском, Абыйском, Кобяйском, Среднеколымском. В период до 2025 года будут построены и начнут принимать пациентов Республиканский кардиологический диспансер, Республиканский онкологический центр, Республиканская инфекционная клиническая больница, 50 новых амбулаторий, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и 11 новых больниц различного профиля. И тем не менее, уважаемые телезрители, я желаю вам крепкого здоровья и берегите себя. Но сейчас мы снова ненадолго прервемся и смотрите далее в программе. 9 лет жители Алдана ждали реконструкции бассейна, но что-то когда-то пошло не так. Глава Кабинета министров Якутии с рабочим визитом побывал в Ленском районе. Мы продолжаем программу. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил постоянно контролировать паводковую ситуацию в регионах и призвал подойти к этому со всем вниманием и ответственностью. Как пояснил глава Кабмина, зима была снежная, и в ряде регионов есть серьезные риски подтопления во время весеннего половодья. Михаил Мишустин подчеркнул, что речь идет прежде всего о безопасности людей, в том числе тех, кто живет на удаленных территориях, а потому особенно уязвимым в случае стихийного бедствия. Премьер выразил необходимость провести селекторное совещание с губернаторами о готовности регионов к борьбе с паводком. Тем временем республиканские органы власти всех уровней готовятся к весеннему паводку и пожароопасному периоду. Но в подготовительных мероприятиях говорили на совещании у премьера правительства Андрея Тарасенко. Касаемо безопасного пропуска паводковых вод, особое внимание уделяется зонам возможного подтопления, толщине льда, а также снегозапасам. В этом году значительное количество осадков наблюдается на севере, северо-востоке и юге республики. Работы по ослаблению прочности льда выполняются за счет средств федерального бюджета. На эти цели выделено 10 миллионов рублей. Кроме того, разрабатывается план действий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории каждого района. В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2021 году дополнительно будет приобретено 203 единицы лесопожарной техники и оборудования на сумму 200 миллионов. На осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров предусмотрено бюджетных средств в объеме 673 миллиона рублей, в том числе за счет федерального бюджета 289 миллионов рублей, за счет государственного бюджета республики 383 миллиона рублей. Все средства доведены до соответствующих учреждений в виде государственных заданий в полном объеме. В настоящее время структурные подразделения уточняют планы мероприятий по смягчению рисков. Обращаясь к руководителям ведомств и главам муниципальных образований, Андрей Тарасенко подчеркнул, что полная готовность и своевременное реагирование поможет предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций. Подготовка же к пожароопасному сезону идет полным ходом. Так, на днях бойцы авиалесоохраны отрабатывали навыки спуска по канатам с вертолета. Также отрабатывали и парашютное десантирование с самолета Ан-12. Воздушная тренировка прошла на базе Хангаласского отделения авиалесоохраны в селе Ой. В ней приняли участие 31 человек из Горного, Верхневилюйского, Хангаласского и Татинского филиалов. Каждый боец по плану должен совершить 12 прыжков, чтобы получить допуск к работе. За зимний период во время отпусков люди забывают навыки укладки парашюта. Вот таки вспомнить основное, как укладывается парашют, какие нужно приемы сделать в воздухе, чтобы точно приземление заданное, в крест, так называемый у нас крест, должны туда приземлиться точно. Вот такие основные навыки: укладка и выход с самолета и приземление. Вот 3 основных навыка, которые должны они вспомнить за эти 12 прыжков, чтобы в течение пожароопасного сезона, то есть летом, они могли спокойно работать.
Ну а что касается паводка, то к нему готовятся и спасатели. На днях прошли ежегодные учения по спуску с вертолета с высоты 20-40 метров. Тренировались в местности недалеко от села Кильдямцы. В них приняли участие больше 30 сотрудников службы. Спасатели отработали спуски на ограниченную площадку. В мероприятии был задействован борт Ми-8 МЧС России. Благодаря таким тренировкам спасатели совершенствуют навыки и в реальной ситуации более четко и быстро осуществляют беспарашютное десантирование. Во время паводка будет задействованы 7 групп спасателей. В занятии участвуют все наши спасатели аэромобильного подразделения, 38 спасателей, и приглашены спасатели из наших улучшенных филиалов. Тренировочные спуски необходимы без парашютного десантирования, поскольку у нас во время прохождения ледохода бывают особенно очень часто охотники, они остаются в ледовом плену в островах рек нашей республики, и придется их вытаскивать таким беспарашютным десантированием. Новый мост и асфальт до Северной Нюи, газозаправочные станции на территории Ленского района и соцобъекты в Витиме. В скором времени появятся у жителей Ленского района. Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко с рабочим визитом посетил Ленск, провел осмотр стратегически важных объектов и ряд совещаний. Анна Кожевникова продолжит тему. Закатают в асфальт участок дороги от Ленска до Северной Нюи, это 25 километров. Именно такое предложение поступило от председателя правительства Республики Саха-Якутия Андрея Тарасенко, который побывал с рабочим визитом в Ленске на уходящей неделе. Именно эта новость стала самой запоминающейся для ленчан. И не только, ведь трасса Ленск-Мирный является стратегически важным объектом. По ней доставляют все промышленные и жизненно необходимые грузы в Мирнинский район и другие северные районы Якутии. Но уже несколько лет сложно преодолимым препятствием на самом начальном этапе дороги становится аварийный мост. Дальнобойщики, да и просто жители на личном автотранспорте передвигаются по нему, рискуя жизнью. Этот объект давно требовал пристального внимания региональной власти. Поэтому первым делом в ходе своего рабочего визита председатель правительства республики посетил именно это аварийное сооружение. Вы видите, там пролеты металлические, которые надо будет варить, делать. Попытаемся все это сами сделать, чтобы здесь на территории такие рабочие места подкрывать. Почему? Потому что это уже не первый мост будет, это будем дальше идти, двигаться по всем рекам, которым у нас здесь, чтобы дойти до материка, как говорят. Ремонт будет произведен в течение 3 лет. Стоимость проекта свыше 1 миллиарда рублей. На период капработ будет организована понтонная переправа. В ближайшее время мост передадут в федеральную собственность. Далее правительственная делегация посетила Отрадинское месторождение. Просто обидно сегодня газ просто так отдавать куда-то, не получать с этого хорошие выгоды. Соответственно, и для развития города это будет очень интересно. И будет тот продукт, который в дальнейшем будет перерабатываться и развивать промышленность. Посетила правительственная группа еще один аварийный соцобъект – Ленский технологический техникум. Вопрос о его переезде в новое здание стоит остро и давно. Председатель правительства Якутии обратил внимание еще на один важный момент. По его словам, Ленск стал донором молодых кадров для других регионов страны. Необходимо открывать филиалы вузов. На уровне районной власти работает муниципальная программа по обучению студентов по приоритетным направлениям. Это хорошее подспорье для родителей, так как получить достойное образование сегодня недешево. В основном уезжают обучаться в другие регионы. То есть там это проезд, проживание и еще если это оплата за обучение, то есть для семей это вызывает финансовые затруднения. И на самом деле, да, если бы у нас в Ленском районе открылись филиалы высших учебных заведений, среднеспециальных, тогда у нас было бы у молодых людей была бы возможность оставаться и трудоустраиваться в Ленском районе. И, конечно, у нас появился бы такой большой пласт молодых людей, студентов, активистов, которые принимали бы активное участие в жизни нашего района. Председатель правительства Якутии осмотрел социально важные промышленные объекты. Остался доволен реабилитационным центром для несовершеннолетних и в целом Ленским районом и его жителями. Район выглядит по отношению многих других районов республики довольно-таки прилично. Почему? Потому что здесь есть
будущее развитие промышленности, которое мы сегодня видим, и уже договоренности определенные у нас есть. Это первая поездка в Ленск Андрея Тарасенко в должности председателя правительства республики. И его свежий взгляд, сразу определивший минусы и плюсы как нельзя кстати. Жители же Ленского района ждут исполнения поручений председателя правительства Якутии в самые кратчайшие сроки. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Тем временем в Алдане продолжается реконструкция спорткомплекса «Энергетик». Согласно ранее утвержденным срокам, введение объекта в эксплуатацию планировалось в декабре прошлого года, однако ремонт затянулся. На днях спорткомплекс посетил представитель заказчика. Подробности в нашем сюжете. Новые современные тренажеры наверняка порадуют будущих посетителей спортивного комплекса «Энергетик». Однако комплекс пока не открыт. Затянувшийся ремонт продолжается. Между тем, основная часть работ выполнена. Главное, готова чаша бассейна. Сроки затянулись в первую очередь по вине подрядчика, по вине пандемии, которая не позволила привести должное количество сотрудников для производства работ. Напомним, на ремонт «Энергетик» закрылся 9 лет назад. Работы откладывались по причине отсутствия финансов. Вопрос решился в 2019 году. Деньги были выделены из бюджета Якутии. Обязательство по сдаче объекта в эксплуатацию и его дальнейшее содержание ляжет на республиканский бюджет. Объект будет находиться на балансе Министерства спорта Республики Саха-Якутия. По завершению работ служба госзаказчика этот объект, когда он будет введен в эксплуатацию, передаст на баланс Министерства спорта. Спорткомплекс реконструирован основательно, обустроен ряд помещений, произведена перепланировка. «Энергетик» должен был принять спортсменов в декабре 2020-го. Такое обещание подрядчик дал премьер-министру Якутии Андрею Тарасенко во время его визита в Алдан в августе. Ребятишки уже ждут. Политическую плоскость даже вошел, потому что тут отчет правительства сразу ставит вопрос народ, где бассейн. Даже когда замерзали здесь по котельным, первый вопрос был бассейн. Вот слава богу, что нашли деньги под этот. И сейчас тут надо друг сделать. Мой, сделаем без проблем. Сделаем. Верю слову. Однако подрядчик слова не сдержал, и сроки вновь сдвинуты. Реконструкция спорткомплекса продолжается. Сегодня главная задача – запустить автоматизированные системы бассейна, которые соответствуют европейским стандартам. Главным вопросом остаются сроки ввода объекта. На данный момент основное оборудование смонтировано, идут пусконаладочные работы, доделывается строительная готовность тоже высокая. В прошлом году не было выполнено работы по благоустройству, по асфальтированию и по реконструкции кровли спортзала. С учетом всех вышесказанных моментов, окончательный срок ввода на данный момент нами обозначен как 30 июня, конец второго квартала. Ремонт требует бережного и аккуратного подхода, и на каждом следующем этапе важно не разрушить то, что было выполнено на предыдущем. В «Энергетике» не обошлось без подобных проблем. Дополнительные работы теперь требуется провести в спортивном зале. Исправлять будет тот, кто непосредственно это допустил. Подрядчик, это его материалы складируются здесь, в спортзале. То есть это уже оговорено, то есть будет восстановлено покрытие специальное, будет нанесен лак. И дополнительно комплексно мы еще просмотрим по отделке и по кровле работы. Параллельно реконструкции продолжается закупка мебели и оборудования. Наряду с внутренней отделкой и оснащением залов, бассейна и раздевалок будут произведены внешние работы. Ряд доработок требует фасад. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Сейчас мы снова ненадолго прервемся. Не переключайтесь и смотрите далее в программе. Сообщи, где торгуют смертью. Наркополицейские фиксируют снижение возраста совершающих правонарушения в сфере оборота наркотиков. Сегодня отмечается Всемирный день поэта. Наши корреспонденты побывали у известного в Якутии мастера пера и слова. Мы продолжаем. С 15 по 26 марта на территории Дальнего Востока проходит первый этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии к незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно значимой информации. О том, какая идет профилактическая работа на сегодняшний день у нас в республике, далее в материале.
В нашей стране проблемы с наркоманией стали особенно актуальны в 1980-х годах, когда в обществе повеяло свободой. За 40 лет количество зависимых выросло в десятки раз, причем возраст наркоманов с каждым годом стремительно снижается. В целях привлечения общественности к участию противодействия незаконному обороту наркотических веществ и их немедицинскому употреблению в Якутии проходят профилактические мероприятия. В ходе профилактических мероприятий сотрудники наркоконтроля совместно со специалистами других ведомств и организаций осуществляют сбор и проверку оперативно значимой информации. Полиция призывает всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции. Для этого обеспечена работа телефонов доверия, по которым граждане могут обращаться со своими вопросами и информацией. Если вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, их немедицинскому употреблению в нашей республике, вы можете обратиться со своими вопросами информацией по следующим телефонам доверия 42 22 22 МВД по Республике Саха-Якутия. Надзор за исполнением законодательства в сфере противодействия распространения наркотических и психотропных веществ является одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры республики. Прокуратура республики на системной основе проверяется деятельность правоохранительных органов. Всего по итогам таких мероприятий в 2020 году выявлено 133 нарушения уголовно-процессуального законодательства. В целях их устранения внесено 45 представлений, 29 требований об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, 44 виновных лица привлечены к ответственности. В сфере незаконного оборота наркотических средств отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений как по итогам 2020 года, так и за 2 месяца 2021 года на 7% и 23% соответственно. В абсолютных цифрах, если брать, то в 2020 году снижение произошло с 561 до 522, в текущем году с 90 до 69. В середине февраля этого года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике была выявлена преступная группа в составе 2 человек, которая прибыла в Якутск из города Хабаровск для осуществления своей преступной деятельности, связанной со сбытом наркотиков. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данные лица были задержаны при совершении преступления, связанных с законным оборотом наркотиков. В ходе личного досмотра обнаружено изъято наркотическое вещество. В дальнейшем в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и обысковых мероприятий по месту жительства фигурантов были обнаружены тайники с наркотическим веществом массой более 4 килограмм. Также были обнаружены приготовленные для сбыта закладки в количестве 600 штук. В дальнейшем Управлением по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха-Якутия была осуществлена служебная командировка в город Петропавловск-Камчатск, где данные фигуранты также осуществляли преступную деятельность. Один из фигурантов преступной группы являлся межрегиональным курьером, который поставлял наркотические вещества в другие регионы Российской Федерации. В ходе проведения обысковых мероприятий и обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности на территории города Петропавловска-Камчатска был обнаружен и изъят тайник с наркотическим веществом синтетического происхождения. Родителям необходимо тщательным образом контролировать контакты и местонахождение детей и подростков, так как они являются в зоне риска. Один из таких – 17-летний юноша, который подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет. 4 марта текущего года сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий проведен личный досмотр несовершеннолетнего. Полицейские обнаружили при юноше свертки, внутри которых, как показало экспертное исследование, находилось наркотическое средство общим весом свыше 17 килограмм. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. На период следствия юноша будет находиться под присмотром родителей, которые обязаны обеспечить его надлежащее поведение. Зачастую желание заработать легкие деньги приводит молодых людей на скамью подсудимых, точно так же, как и 16-летнего молодого человека, оказавшегося под влиянием старшего 20-летнего знакомого, который, в свою очередь, предложил немалое денежное вознаграждение. Школьник получил от обвиняемого 35 пакетиков с наркотическим средством и разместил их в указанных тем тайниках. Позже оба закладчика были задержаны и доставлены к следователю. Следствием собрано достаточное количество доказательств по уголовному делу, которые легли в основу обвинительного заключения. Проведены экспертные исследования, обыски, допросы и иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование завершено, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Вот так помощь другу в незаконных противодействиях или погоня за легкими деньгами могут обернуться реальными сроками. Мера наказания зависит от разных фактов, связанных со сбытом или употреблением. В целом, виновному, связанному с наркотиками в Российской Федерации, грозит от 4 до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей, а также ограничением свободы на определенный срок или без ограничения. Алексей Лукьяненко, Якутия. День за днем. Тем временем здоровый образ жизни, яркие эмоции и масса впечатлений – все это фестиваль Муз-Устар, который пройдет в столице региона с 26 и 27 марта. Фестиваль Муз-Устар создан, чтобы поддержать силу, талант, креативность и прогрессивность молодых людей. Этот фестиваль – первое и самое масштабное событие Якутии для молодежи, которое станет ежегодным. Репетиции танцевального коллектива в преддверии молодежного фестиваля Муз-Устар уже проходят в Якутске. Для подготовки в столицу был приглашен победитель телепроекта «Танцы на ТНТ» Антон Пануфник. Всего в постановке задействовано 28 танцоров, при этом театр отошел от привычного классического стиля. Ожидается, что Пануфник проведет в Якутске 3 дня, а затем труппа приступит к репетициям онлайн. При этом, как отмечает художественный руководитель, возвращение к таким масштабным проектам после долгих ограничений далось танцорам тяжело, но те быстро возвращаются в свою форму. Так как у нас времени очень мало, ребята, в принципе, хорошо берут материал, стараются. Конечно, хотелось бы немножко лучшую форму видеть, именно и понимание хореографии. Но ничего, мы как раз для этого здесь и есть, чтобы дать новое вдохновение, вдох нового для ребят. Но, естественно, зритель это все должен почувствовать и увидеть. Сегодня отмечается Всемирный день поэзии. В этот день обычно награждают и чествуют литераторов, редакторов и издателей. Также проходят творческие вечера писателей. Накануне праздника наши корреспонденты побывали в гостях у известного в Якутии поэта Сергея Прачева. В прошлом году наши любимые сын и дочь подарили нам 2 внуков сразу. Это такое счастье. И вот теперь мы занимаемся. Вы спрашиваете, чем нам заниматься? Ну вот и занимаемся. Прибавление в семье – это прекрасный повод сесть за стол и написать новое произведение. Сергей Прачев в своем плотном графике всегда умел находить время для творчества. Писать стихи он начал еще в школе. Я помню, пришел со школы, это 9 класс. Тогда был журнал «Юность». Я открываю, и написано «Картина Пассан Сапкова до бессмертия шаг». И стоит с гранатами наш солдат, и танк идет. И у меня тут же, не знаю откуда, до бессмертия шаг, лишь один только шаг, сердце гневно клокочет в груди, и нельзя отступать сзади Родина мать, грудью стать у врага на пути. Позже он не забывал о лирике ни в студенческие годы, ни во время производственных будней. По профессии Сергей Прачев механик. Долгое время работал в строительстве газовой отрасли Якутии. И все это время он пишет стихи. Даже на охоту берет с собой блокнот. Как говорит сам автор, ради мук творчества. Вообще, когда я ходил в тайгу, вот первый раз пошел, я вынес оттуда там около 50 стихов. Я был 45 суток в тайге. Так получилось, что у меня напарник заболел. Это был второй выход в тайгу. Я вообще практически ничего не знал. Вот я оттуда вынес много стихов. Я заставлял себе их писать. Сидел, а они не идут. И вот это муки творчества, да? Вот я их испытал, есть. А с годами, со временем, знаете, сейчас признаюсь, Максим, как-то легко. Поэт уже выпустил 10 сборников своих произведений. Его стихи переложили на 100 песен. Традиционными стали и творческие вечера в Русском драмтеатре. Вот это самое высшее, чему я радуюсь в жизни. Ну, высший кайф, высшее удовлетворение, то, что даже, может быть, не такое, как я в работе чего-то достигну. Ну, это несколько другие измерения, разные они, да. Поэтому, ну, я очень такое большое чувство. Даже слезы порой наворачиваются на глазах от сентиментальности от этой. Причем для театра автор тоже пишет. Выпущено уже 5 исторических пьес в стихах. И на достигнутом Сергей Прачев останавливаться не собирается. Сейчас поэт сотрудничает с московскими композиторами. И скоро можно будет услышать плоды нового творческого союза. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.